Кузнец Карина. Номер 10 Пушкарь Марина, капитан команды. Номер 11 Дубовик Анна. Номер 14 Михальчук Светлана. Номер 17 Наумович Виктория. Главный тренер команды Жукова Нина. Днепр Могилев. Номер 1 Сведунович Мария. Номер 7 Борлюгова Виктория. Номер 8 Гурченко Любовь. Номер 9 Барбаренко Валерия. Номер 10 Денисенко Анна. Номер 11 Конева Алина. Номер 18 Капунькина Валентина. Номер 21 Капустина Зарина. Номер 26 Осмоловская Кристина. Номер 27 Нижегородова Валентина. Номер 97 Артишевская Яна. Запасные игроки команды. Номер 22 Злобина Анна. Номер 2 Числавская Алина. Номер 3 Кручинина Валерия. Номер 4 Савченко Надежда. Номер 15 Лазаренко Маргарита. Номер 17 Ситникова Арина. Номер 23 Денисенко Юлия. Главный тренер команды Соболев Михаил. На сегодняшнем матче работает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Племенов Александр. Помощники судьи Сахар Вячеслав, Даньковская Татьяна. Четвертый судья Коноплянникова Елена. Инспектор матча Лавский Михаил. Для вас по традиции выступают девушки из группы поддержки футбольного клуба Днепр Могилев. Встречайте Риве Лайнуси. Сколько заявки игроков? 11. То есть без запасных вообще?
Уважаемые зрители, просим вас встать. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Всем поклонникам футбола большой привет из Могилева, где сегодня продолжается 11-й тур среди команд высшей лиги. Сегодня у нас встречаются женский Днепр-Могилев против Брестского Динамо. Для вас эту встречу прокомментирую я, комментатор Алексей Куныш. Ну и давайте сразу же обратимся к стартовым составам команд, чтобы потом уже, естественно, не отвлекаться на такие мелкие детали, когда игра начнется. Давайте. Днепр-Могилев представлен следующими игроками. Первый номер — голкипер Мария Свидунович. Полевые: 7-й номер Виктория Барлюгова, 8-й Любовь Гудченко, 9-я Валерия Барбаренко, 10-я Анна Денисенко, 11-я Алина Конева, 18-й номер Валентина Капункина, 21-я Зарина Капустина, 26-я Кристина Смоловская, 27-я Валентина Нижегородова. Валентина сегодня капитан у Днепра. И 97-й номер Яна Артишевская, главный тренер команды Михаил Соболев. Гости — футбольный клуб «Динамо Брест» и их состав на этот матч. Голкипер — первый номер Владислава Стопенчук и полевые игроки по номерам: 2-й номер Мария Яковлева, 5-я Инна Иванюк, 6-й Вероника Важинская, 7-й Ирина Яцушкевич, 8-й номер Алина Бабко, 9-й Карина Чирец, 10-я Марина Пушкар, капитан команды, 11-я Анна Дубовик, 14-я Светлана Михальчук и 17-й номер Виктория Наумович, главный тренер команды Нина Жукова. Вот эта игра у нас стартовала. Представлю и судейскую бригаду. Главный судья матча Александр Клеменов, первый помощник судьи Вячеслав Сахар, второй помощник судьи Татьяна Даньковская, резервный арбитр Елена Коноплянникова, инспектор матча Михаил Лавский. Вот, все формальности соблюдены. Смотрим футбол. Видим, что Днепр сразу же забирает мяч под свой контроль. Мария Свидунович. Хорошая передача на Алину Коневу. Здесь уже открывается Валерия Барбаренко. Но видим, что 11-й номер Днепра предпочитает другое начало развития атаки. Неплохо уже по правому флангу атака у нас развивается. Очень опасно может быть, но очень хорошо на выход действует Владислава Стопенчук. Владислав Стопенчук сегодня вышла в ворота Брестского «Динамо». Напомню, что в прошлом туре Брест уступил дома АБФ Women U19-05. И тогда ворота защищала Евгений Клочкевич. Но видим, что сегодня Владислава Стопенчук у нас занимает место ворота. Мяч уже побывал в воротах, но, естественно, он не будет засчитан, так как было положение игры. Вячеслав Сахар зажег свой флажок, поднял его и показал, что было положение игры и мяч не засчитан. Ну и вот сейчас уже брестская команда повладеет мячом. Будет очень любопытно посмотреть, что же получится у команды Нины Жуковой. Пока есть такая небольшая пауза, я скажу, какие места у команд турнирной таблицы. Если вдруг кто-то не сильно следит за женским футболом, а эту встречу решил посмотреть, то скажу, что Днепр хорош в этом сезоне, пока идет на 4-м месте.
21 очко после 10 встреч. Было нарушение правил, но ничего серьезного, поэтому игра уже возобновляется. 21 очко после 10 встреч, 7 побед и 3 поражения. Ни разу еще команда Соболева не играла в ничью. Очень любопытный факт. Поэтому сегодня посмотрим. Возможно, сегодня первая ничья и будет. Хотя, знаете, Днепр очевидный фаворит этой встречи. Разница мячей хорошая, 47-13. До Немана, который на третьей строчке уже получается 4 очка, так как Неман сегодня обыграл сборную Гомельской области. Но вот у Днепра есть матч в запасе, вот как раз этот матч. Вполне возможно, Днепр сегодня наберет 3 балла и вновь вплотную приблизится к гродненской команде. Посмотрим, посмотрим. А Брестская «Динамо» замыкает турнирную таблицу. У команды пока нет очков. За 10 матчей лишь удалось 1 мяч забить. Это сделала Ирина Юцускевич, ворот футбольного клуба «Витебск». В общем, не самым лучшим образом пока идут дела у команды из славного города Брест. Ой, какая ошибка. И здесь можно бить поворотом, удар и гол. По-моему, Яна Артишевская, если не ошибаюсь. 97-й номер открывает счет в этом матче. Да, вот такая ошибка от защитника. И сразу же под удар. И видим, что очень здорово Яна Артишевская разобралась с голкипером Брестского «Динамо». 1-0 в пользу хозяек этого матча. Хозяек этого поля, конечно же. 1-0. И будет очень интересно, как дальше у нас дела будут развиваться. Брест, я думаю, наверняка захочет ответить. Мы видим, что мяч покинул пределы поля. И Днепр будет вводить мяч из-за боковой. Да, Яна Артишевская, автор забитого мяча. Уже много Яна забивает в этом сезоне. Видим, что сегодня также уже без забитого мяча из поля не уйдет. Конечно, здорово. Ну, для нейтрального болельщика здорово. И для могилевских, конечно же, для брестских не здорово. То, что уже быстрый мяч мы с вами увидели. Ну, я думаю, сейчас игра еще больше раскочегарится. И будет очень интересный футбол. Уже он интересный, уже мы мяч увидели. Что может и быть еще лучше. Но видим, что высокий прессинг пытается Брест включать. Молодцы девчонки Нины Жуковой. Не сдаваться, конечно же. Все еще можно исправить. Всего вот 5 минут у нас сыгран, даже меньше. Алина Конева. Смотрим, как будет разгонять атаку. Именно это у нее получается хорошо делать. Анна Денисенко. Видим, что борьбу и навязывают соперницы. И там Артишевская будет бороться за этот мяч. Входит в штрафную Яна. Бьет и отличный сейв. Чем же эпизод закончится? Молодец, Владислав Стопинчук. Потрясающий сейв. И я сейчас слышу аплодисменты от Нины Жуковой. Действительно, потрясающий момент имела Яна Артишевская, чтобы оформить дубль. А Владислава Стопинчук, очень молодой голкипер, показала, что она против. И отлично сыграла. Молодец, Владислава. Падение, ничего страшного, играем дальше. Конева отдает на голкипера, Свидунович. Было нарушение правил со стороны Марии Яковлевой, второго номера Брестского «Динамо». Ну, конечно же, это был фол не на желтую карточку, поэтому игра возобновляется. Смоловская. Хорошо Кристина отдала передачу вперед, но видим, что перехват случился. Наумович. Виктория, неплохая передача, но все же немножко не точно. Видим, что мяч снова переходит к Днепру. Любовь Гудченко будет бросать мяч из-за боковой. Конева на Свидунович. Хорошо мяч ходит у команды из Могилева. Уже видим и гол мы с вами увидели в этом матче. И вот они мяч под свой контроль. Ну, знаете, Брест огрызается и очень неплохо пытаются они быстро пройти середину поля, но, может, не всегда это получается. Позиционной атаки мы команду из города над Бугом не видели. Но до поры до времени, я думаю, обязательно, может, 1-2 эпизода должны быть у ворот Марии Свидунович. Так, где же у нас мяч? Он будет у игроков брестской команды. Выбивает вперед защитник, но там подбор за могилевчанками.
Вот, пожалуйста, видим, неплохо поставлена игра в пас. Понятно же, что у могилевчанок качество повыше точных передач, но и брестская команда, вот, кто-то, если не знает, не следит пристально за женским футболом, скажет, что это за команда, что пока нет очков за 10 игр, но на самом деле команда неплохая у Нины Жуковой. Вот был опасный момент, чтобы уже удвоить преимущество Днепра, но не получилось отправить мяч в сетку. Барбаренко. Пас. Смотрим, Осмоловская, неплохая передача. Но никто на нее не откликнулся. И видим, что Михаил Соболев, точнее слышим, я-то и вижу, а вы, дорогие зрители, можете только слышать. Я думаю, вы слышали, что Соболев сейчас кричал и очень недоволен качеством передачи, потому что никто не откликнулся на эту передачу. Хотя была неплохая, на мой взгляд, передача. Ну да ладно. Видим, что Владислав Стопенчук уступает право защитнице мяч выносить. Неплохо Виктория Наумович пытается сейчас с мячом пройти вперед. Не получается, не пускают ее игроки левого фланга Днепра. Была рука, но играем дальше, все нормально. В правильном положении была рука. Наумович хорошая передача. И здесь первая будет на мяче, конечно же, Барбаренко. На Свидунович она играет. Марии Яковлевой немножко скорости здесь не хватило. Вот такая вот ошибка от Нижегородова. Капитана Пушкарь, Марина Пушкарь, капитан Брестского «Динамо», здорово мяч перехватила. Отдала хорошую передачу, удар состоялся. Достаточно неплохой удар. Немножко бы точности было бы очень даже хорошо для команды из Бреста. Это Карина Чирец наносила удар, 9-й номер. Вот не первый раз я работаю уже в этом сезоне на команде Днепр и на команде «Динамо» Брест. И по Бресту хочу сказать то, что неплохо Брест играет, именно когда я комментирую. Ну, понятно, что относительно неплохо, но по игре все очень даже солидно бывает. Когда силы есть у девчонок, то они очень стараются, бьются на этом футбольном поле. Ну, знаете же, есть фартовые судьи, есть фартовые комментаторы. Многие говорят, уже, не знаю, придумывают вот такую всякую ерунду. Действительно, может, я немного фартовый комментатор для команды из Бреста. Вот сейчас мяч ко мне прилетел, но я тоже в детстве футболом-то занимался и неплохо отдал мяч на Веронику Важинскую, она вела мяч в игру. Видим, что снова будет мяч у брестчан. Важинская неплохо выбрасывает аут на Пушкарь, точно. Наумович борется Виктория, но хорошо действует Любовь Гудченко. Ну, посмотрим, что сейчас у нас будет. Неплохо Днепр пытался выйти из обороны в атаку, но ошибка от Кристины Осмоловской, и мяч будет у Марии Свидунович. Конечно, нельзя его сейчас было в руки брать, и она отдает на центральную защитницу. Это Алина Конева сейчас была. Здесь вот очень хорошо по левому флангу Барбаренко у нас открывается, но пока все никак до нее мяч не дают. Денисенко уже в штрафной. Анна, но не дала защитница. По-моему, там Карина Чирец оказалась и не позволила Анне Денисенко что-то опасное создать у ворот Владиславы Стопенчук. Вот, друзья, уже 11-я минута встречи. Как вам футбол? Лично мне все нравится. Мяч мы увидели. И, знаете, Брестская «Динамо» очень неплохо старается в центре поля действовать. Понятно, что вблизи ворот Марии Свидунович не все получается, но очень здорово пытаются быстро выйти из обороны в атаку, что здорово. Подача пошла, и видим, что мяч покидает уже пределы поля. Будет... Что у нас будет? Будет удар от ворот. Александр Клеменов, главный арбитр сегодняшней встречи, еще ни разу в этом сезоне не работал на матчах Днепра и Брестского «Динамо». Вот такой любопытный факт я заметил, когда готовился к этому репортажу. Вот такой своеобразный дебют у Клеменова сегодня. Пока действительно ни разу не работал он в этом сезоне на матчах в Могилеве и в Бресте. И видим, что снова мяч покидает пределы поля. Будет очередной удар от ворот, но, я так понимаю, снова защитница будет выбивать этот мяч.
Да, так и есть. Видим, что Стопинчук доверяет своим коллегам, своей партнерше по команде. Здесь у нас Гудченко с мячом. Любовь неплохо идет вперед. Важинская против нее встречает Вероника, но Гудченко уходит. Да, от нее уходит и от второй. Еще Наумович пробрасывает мяч уже третий. Игрок остается сзади. Но это не удар, конечно, по воротам. Прошу прощения, конечно же, Владислава Стопинчук. Мария Свиднович у нас в других воротах, но так вот Стопинчук спокойно мяч взяла и выбивает мяч в поле. Борьба, и здесь у нас мяч снова покинет пределы поля. И мяч будет у команды из Бреста. Снова Вероника Важинская. На Марину Пушкарь играет. Отдает Марина назад. И очень хорошо здесь защитник. Хороший вынос мяча от Светланы Михальчук. Но ошибка передачи. И уже мяч у Днепра. Зарина Капустина. Хорошо на Артишевскую играет. Артишевская. Штрафной уже Яна. Пяткой пасует. Красиво. Подача. И никого здесь не было. Лишь один игрок брестской команды. И она спокойно мяч выбивает. Денисенко. Анна играет очень хорошо на свою партнершу по команде. Прострел. И там будет у нас угловой. Хорошая скорость. И, честно говоря, думал, что не такой уж интересный матч у нас будет, когда задумывался об этой встрече. Но пока абсолютно все нравится. То, как Днепр идет в атаку, то, как Брест пытается действовать на контратаках. Это, конечно, здорово. Посмотрим, хватит ли у двух команд сил на все 90 минут. Пасы, что под удар здесь. Хороший удар. И хорошо в воротах играет голкипер Владислав Стопинчук. У нас там может все-таки мяч в сетку попасть. Нет. И здесь уже Яковлева и контратака брестской команды может быть. Хорошая передача. И здесь отлично действует подопечная Нины Жуковой. Но здесь не точно, к сожалению, передача. И хорошо сыграла Валерия Барбаренко. И мяч уже Свидунович, но брестчанки. Приятно вы удивляете. Я думаю, что и своих болельщиков тоже. У Артишевской не получилось мяч обработать. Я слышу, как Соболев говорит: Яна, что ты делаешь? Видно, что и Соболев нервничает. Понятно, что, может быть, не самый серьезный сегодня соперник противостоит, но очень серьезная команда. Я еще раз повторюсь, что порой брестская «Динамо» смотрится очень хорошо. И вот сегодня как раз-таки тот день, по крайней мере пока, что эти 15 минут девушки играют очень здорово. И здесь под удар можно. Ну, не такой сильный удар, наверное, как там у Наёк, у Лебедева и других известных футболистов, белорусских и зарубежных, у этой девушки. Она не стала бить поворотом. И контратака уже команды из Могилева. Будет навешивать Артишевская. Подает. Там Гудченко, но не играет головой Любовь. Играла головой Важинская. И мяч у Владислава Стопинчук. Пока есть такая небольшая пауза у нас, да. Стоит сказать то, что Мария Свидунович получила вызов в национальную сборную Беларуси для участия в товарищеских матчах против Ирана и против Узбекистана. 8 июня наши девчонки в Могилеве, кстати, здесь же, но не в Манеже, а на стадионе «Спартак», сыграют товарищескую встречу против команды Ирана. И 14 июня в Витебске против Узбекистана товарищеский матч запланирован на ЦСКА Витебский, конечно, в северной столице нашей страны. Оба матча запланированы в трансляции Ясное ТВ, так что смотрите качественный футбол. А если вы из Могилева или из Витебска, то обязательно приходите поддержать команду Юрия Малеева. Посмотрим, атака у нас. И где мяч? И мяч оказывается в воротах. 2-0. Да, не самый такой понятный, может быть, мяч залетел в ворота. Но, конечно, в протоколе такой гол ничем не отличается от остальных. И 2-0 в пользу Днепра. Видим, что Днепр наказывает команду из Бреста. Ну и посмотрим, как сейчас будет действовать команда из города над Бугом. Будет ли также идти вперед? Я думаю, что все-таки будет. На 17-й минуте матча гол в ворота команды «Динамо» Брест забила футболистка под номером 9.
Брещанки разводят мяч. Яковлева развела с центра. Под номером 27 Валентина Нижегородова. Такие мяч у Днепра уже. Да, Валентина Нижегородова у нас лечилась. Я, честно говоря, там не рассмотрел. Показалось, что там Капустина была. Но Капустина действует на другом фланге в этом тайме. Поэтому Нижегородова у нас отличается капитан Днепра. Вот снова провал такой своеобразный получается у Днепра в центре поля. И Брест пытается очень быстро ответить. Хорошая передача, Важинская. Хороший заброс вперед. Борьба в центре. Денисенко отбрасывает мяч на свою партнершу. Но ошибка. И мяч у футболиста из Бреста. Динамо пытается начать свою атаку. Хорошо играет центральный защитник. Но все же хорошо действовала Барбаренко. И мяч перехватила. Спокойно отдает мяч у нас Барлюгова на Коневу. Нижегородова забрасывает вперед. И у нас выход 1 на 1 получается. И что же будет делать у нас? Посмотрите, мяч все-таки в сетке оказывается. Да, немножко жаль мне сейчас Владиславу Стопинчук. Сумела отбить на удар Любови Гудченко. Но на добивании была партнерша. 3-0 в пользу Днепра. Ну, кстати, отличную передачу, что у нас вырезала Валентина Нижегородова на Любовь Гудченко, вывела ту на рандеву с Владиславой Стопинчук. Видим, что не получилось у Гудченко переиграть молодого голкипера, но на добивании была первой футболистка Днепра. 3-0, и очень быстро у нас все меняется. Валентина Капункина была на том самом добивании, и 3-0 она счет сделала. Поздравляем Валентину с забитым мячом. Оказалось, что игра равная, да, пошла у нас, но видим, что Днепр наказывает брестчанок, и видим очень быстрые два мяча на 17-19 минуте. Мячи в ворота Владислава Стопинчук залетели, то есть за 3 минуты 2 мяча. Вот так у нас все быстро. Я сказал то, что Мария Свиднович вызвана в национальную сборную Беларуси, голкипер Днепра. Очень рад за нее, хороший вратарь, она явно заслужила этот вызов. Ну и также Владимир Петрович Индиков, главный тренер команды 19 лет, вызвал на учебно-тренировочный сбор и на товарищеский матч против Армении Викторию Барлюгову и Валерию Барбаренко. Посмотрим, чем у нас атака может завершиться. Ничем уже атаки сейчас пока не будет. Я продолжу мысль. Ну так вот, Виктория Барлюгова и Валерия Барбаренко вызваны в сборную Беларуси до 19 лет на товарищеский матч против сборной Армении. Матчи состоятся в Минске 13 и 15 июня на стадионе по улице Маяковского, на стадионе футбольного клуба Минск. Обязательно приходите поддержать наших юных девушек. И мяч в сетке оказывается в свои ворота. Забивает нас Вероника Важинская. 4-0 в пользу Могилева. И, знаете, уже очень все серьезно, очень быстрые мячи сейчас пошли. Жаль мне Важинскую, потому что старалась Вероника как могла. Вот возле меня она здесь располагается в первом тайме по флангу и очень хорошо шла вперед, постоянно и из-за боковой здорово водила. Но видим, что получается, что она забивает в свои ворота. Неприятный, конечно, эпизод, но как есть. Главное, чтобы Вероника продолжала играть в свой футбол, который она любит и умеет делать. А поверьте на слово, если не видели Веронику в деле, футбол она играет очень хорошо. И что у нас? У нас Гудченко в штрафной. Там немножко придержала ее защитница Брестского «Динамо», но Любовь не упала, не стала симулировать, за что и отдельный респект. Попробовала развернуть атаку по-другому, не получилось. И вот Свидунович. Мяч к Маше прилетает, хотя все-таки нет. Мяч у нас забрала Кристина Смоловская. Так вот, сегодня к чему я вел. То, что и Свидунович, и Барбаренко, и Барлюгова смотрятся очень здорово. Они с удвоенной энергией просто сегодня действуют. Опасно, может быть. Спокойно действует Владислав Стопинчук, хотя
сначала не разобралась вратарь брестской команды и защитник, кто будет все же играть по этому мячу, но благо, что обошлось. Вот, очень хорошо действуют сегодня и Свидунович, и Борлюгова, и Барбаренко. Пока у Днепра все получается. Брест попробовал хорошо играть в атаку. Здесь пошла у нас атаковать Гудченко, голкипера. Все было, в принципе, в пределах правил, но все же небольшое нарушение было со стороны 8-го номера Днепра, и будет удар от ворот. У нас, получается, забивали Артишевская, Нижегородова, Капункина и в свои ворота Важинская. Вот знаете, было бы здорово, если в футболе отменили это правило автогола и записывали мяч на того игрока, кто все же последним коснулся мяча той команды, которая забивает. Как в хоккее нет у нас автоголов, и это, на мой взгляд, более правильно, потому что очень неприятно. Вот Важинская потом откроет протокол этой встречи, будет значиться, что она забила мяч в свои ворота, хотя она действует очень здорово. Вот и сейчас как раз она мяч за боковой вводит на Марину Пушкарь. Денисенко идет вперед, Пушкарь здорово сыграла, мяч отобрала, мяч не покинул пределы поля, как показывает Клеменов. И контратака Брестского Динамо, это может быть опасно, неточная передача. И игроки у нас на газоне оказываются, все нормально, можно встречу продолжать. Хотя больно там игроку в синей форме. И Свидунович специально мяч выбивает за пределы поля, чтобы была оказана первая медпомощь игроку в синей форме. Да, и вот медики как раз таки и нужны. Видим, что Наталья Голубева у нас массажист и врач Эльдар Мурзин появляются на футбольном поле. Там поколдуют немножко над игроком Днепра. Я думаю, все будет нормально. Все-таки я видел этот эпизод, там был стык, но мне кажется, что все обойдется. Бывало и похуже, если честно. Поэтому будем надеяться, что никто у нас принудительно, так сказать, поле не покинет. Пока есть пауза, напомню, что лучший бомбардир чемпионата у нас Анастасия Побегайла из футбольного клуба «Минск». У Анастасии 16 забитых мячей уже в этом сезоне. Яна Артишевская, лучший бомбардир Могилевской команды, сегодня также уже отличилась. У нее на счету 13 забитых мячей, совсем немного не достает до Анастасии Побегайло. Вполне возможно, что в ближайших матчах она ситуацию эту подправит. Поднимается у нас на газон, поднимается с газона игрок Днепра. Это был как раз таки Яна Артишевская, 97-й номер. Очень не хотелось бы терять такую футболистку команде Днепр. Прихрамывает пока Яна, но надеюсь, что она встречу продолжит. Так вот, у Артишевской получается уже 13 забитых мячей. 10 голов на счету Любови Гудченко, пока она сегодня не отличалась. И надо на один мяч меньше. До матча было на 2 меньше. Сейчас уже Нижегородова Валентина мяч забила, поэтому на один мяч меньше у Валентины Нижегородовой, капитана команды. Результативно Днепр играет в этом чемпионате. Напомню, что в прошлом сезоне команда Днепр была на 7-м месте из 8 команд. На 8-м месте как раз таки был Бацор, то есть Брестская Динамо. Раньше команда называлась именно так. Бацор, Брестский областной центр Олимпийского резерва. Знаете, я работал в Бобруйске на матче Бобруйчанка-Динамо-Брест. Прекрасно помню, что было у меня время перед игрой, прогулялся я по Бобруйску и видел футболисток Брестского Динамо в форме Бацора. Представляете, пока еще у них старые курточки. Пока курточки Брестского Динамо еще не выдали, и они гуляли по городу в старых куртках в форме Бацора, еще значок Бацор. Ну, надо, конечно, постараться, чтобы заслужить новую форму, хотя девчонки также стараются. Думаю, что скоро им новые куртки уже брестской команды выдадут. 4-0 у нас, друзья, и очень интересно, как дальше дела будут у нас развиваться. А Днепр идет вперед. Не прошла передача на Гудченко. Но с мячом у нас другой игрок, это Виктория Борлюгова, которую Шиндиков вызвал у нас на учебно-тренировочные сборы на матче против Армении, против сверстниц из Армении. Также проверит свои силы команда Шиндикова.
из Брестского «Динамо» ни в национальную сборную, ни в команду 19 лет, молодежную сборную вызова пока никто не получил. Хотя, знаете, есть на кого посмотреть. Ну, не хочется кого-то выделять, все-таки футбол вид спорта командный, но есть девушки, те, которые очень выделяются. Поэтому я думаю, что обязательно там и Малеев, и Шиндиков, и остальные наши тренера сборных Беларуси разных возрастов смотрят за командой из Бреста и, возможно, подумают, что а вот эту девушку я заберу на следующий учебно-тренировочный сбор, посмотреть ее в деле. Вполне возможно, такие есть. От ворот снова у нас будет выбивать мяч центр деф. Именно не вратарь, а сегодня центральный защитник исполняет эти функции. Яковлева не здорово мяч принимает. И мяч уже у Днепра. Конева отдает передачу на другого центр дефа. На Осмоловскую. Снова Конева. Ну, хорошее забегание сейчас делает Барбаренко. Вот как раз таки на Валерию передача и последовала. Барбаренко. И мяч покидает пределы поля. Хорошая атака у Днепра получилась. И вот Соболев аплодирует, говорит, молодцы, умницы. Ему явно понравилось, как эта атака развивалась. Брест будет выбивать мяч от ворот. Хороший перехват в центре поля. Постаралась Марина Пушкарь, капитан команды. Вот с мячом Любовь Гудченко. Будет обводить 1 в 1. Нет, уже отдает передачу, скрытую отличную передачу на Барлюгову. Виктория обыгрывает соперницу издевательски просто. И мяч в сетке оказывается. 5-0, друзья. Забивает Валентина Капункина. Уже дубль Валентина оформляет. Это совсем юная девушка 2005 года рождения. Поздравляем Валентину с очередным забитым мячом. Конечно, заслуги Валентины Капункиной в этом мяче, ну, никто не ставит под сомнение, но какую же прекрасную передачу отдала Виктория Барлюгова. Как она здорово разобралась с защитницей и вырезала эту передачу на Капункиной, то было достаточно легко мяч катнуть в сетку. Она это и сделала. 5-0, и это уже очень серьезно. Хорошо сыграла Карина Чирец. Немножко мяч отбросила туда, ближе к центру поля, но все же мяч у Днепра. Подача. Хорошо на втором этаже сыграла игрок в красной форме, игрок Брестского «Динамо». Конева. Алина отдает передачу на Кристину Осмоловскую. Хороший заброс вперед. Гудченко под удар сразу же. И от штанги мяч залетает в сетку. 6-0. Любовь Гудченко, автор забитого мяча. И знаете, болельщики очень так обрадовались именно этому взятию ворот, потому что мяч очень красиво летел по траектории, еще от штанги. Потрясающий мяч Любови Гудченко. И 6-0. Как говорил известный комментатор Владимир Николаевич Новицкий, это уже больше, чем какая боль. Действительно, 6-0 это уже больше, чем какая боль. Поэтому посмотрим, чем Брест будет отвечать. Я уверен, что они не будут смиряться с таким счетом. Причем, знаете, Днепр стреляет дуплетом. То не забивает минут 10, то потом как будто... 2 мяча там за 3 минуты, был офсайд, подняла свой флажок Татьяна Даньковская, и видим, что действительно было положение игры. Пушкарь отдает на вратаря, и там слышно был подсказ Соболева, что иди. Вот, ну, что он говорил на нападающего, я так понимаю, что пошла вперед, атаковала вратаря Владислава Стопенчук. На газоне оказалась Анна Денисенко. Анна Денисенко, ну, наверняка вы знаете, что в Днепре сестры-близняшки Денисенко. Одна Анна, вторая Юлия. Анна сегодня видим в старте, Юлия в запасе. Ну, я думаю, что Юлию мы также на поле увидим. Обязательно в ближайшей паузе немножко расскажу про этих замечательных сестер.
поподробнее. А у нас будет штрафной удар. Вижу, что там Гудченко, Нижегородова. Они решают, кто будет исполнять этот штрафной. Видимо, еще Алина Конева подбежала. И что, все же Гудченко, я так понимаю, пробегает Любовь. И решили пасом сыграть. И зря Валентина Нижегородова отпасовала. Перехват случился. И Брест хорошо идет из обороны в атаку. По левому флангу. Но вряд ли игрок в красной форме. Это у нас была Анна Дубовик, 11 номер. Справится. Там уже два игрока выдвигались на нее. Видим, что она мяч отдала сопернице. Нижегородова. Хороший заброс вперед. Важинская сыграла неплохо сейчас. Там Чирец против Гудченко. И от Карины мяч покидает пределы поля. Анна Денисенко. И навешивает. И хорошо действует Вероника Важинская. И угловой будет. Вот сейчас смотрю протокол, 11-й тур, знаете, дорогие друзья, даже не верится. Вроде недавно у нас чемпионат только стартовал, а уже 11 туров у нас прошло. 11-й тур завершится сегодня. После нашей встречи смотрите матч Зорко БДУ Витебск. Удар, даже подача была, хорошо действует защитник. И здесь надо замыкать, и замыкает. Зарина Капустина, автор забитого мяча, 7-0 в пользу Днепра. Поздравляем мы Зарину Капустину с этим взятием ворот. Знаем, какая была у нее серьезная травма. Я думаю, во втором тайме я вам про нее поведаю. Немножко побольше оставим на сладенько, что называется, потому что надо будет мне больше рассказывать про футболисток. Потому что когда такой счет, то интригу уже сохранять очень сложно. Поэтому не волнуйтесь, друзья, есть в загашничке пару историй о футболистах, игроках, поэтому обязательно вам поведаю. Зарина Капустина, автор забитого мяча. И здесь, между прочим, и личные болельщики Зарины есть. Они кричат: Зарина молодец. Возможно, родственники, возможно, просто поклонники таланта Зарины. Вообще Зарину, конечно, я думаю, больше еще любят, потому что она могилевская, она могилевчанка. Хотя здесь много воспитанниц своего клуба. У Днепра очень много, практически все. Поэтому они очень тепло относятся именно к своим. Ну, везде любят, в любой команде, именно своих воспитанников болельщики. На газоне у нас оказалось два игрока в красной форме, два игрока Брестского «Динамо». И что у нас? Врач требуется. Хотелось бы, чтобы все обошлось. Там Карина Чирец, вижу. Она поднимается с газона с Кариной, все хорошо. А вот ее подружка по команде пока поле покинуть не может. Точнее, не покинуть, просто подняться не может. Не хотелось бы, чтобы игрок поле покинул. Посмотрим, что же будет с игроком в красной форме. Видим, что все хорошо. Врач отправляется на свою позицию. И продолжит встречу у нас игрок Брестского «Динамо». Ну, наверняка Брестскому «Динамо», наверняка Нина Жукова в перерыве скажет своим подопечным, что расслабьтесь, получайте удовольствие от игры. Представьте, что счет не открыт, счет 0-0, или вообще вы выигрываете, и сыграйте свою игру, покажите действительно, что вы тоже умеете играть в футбол. Хотя в этом, конечно, никто не сомневается. Я уверен, что игроки Днепра, футболистки Днепра также серьезно с тренерским штабом соперника изучали, и никакой недооценки речи быть не могло, потому что помним первую минуту, как нелегко было Днепру, да, забили быстрый гол, потом Брест стал ловить на контратаках, и благо, что там опасных моментов все же не было, потому что Брест очень неплохо играл. Под удар, нет, не будет у нас бить Осмоловская, побоялась взять на себя ответственность сейчас Кристина, и дала неточную передачу. Вот так минутка за минуткой у нас уже близится и перерыв, поэтому я назову вам запасных игроков. Днепр-Могилев, Анна Злобина, 22 номер голкипер, полевые 2 номер Алина Числавская, 3 Валерия Кручинина, 4 Надежда Савченко, 15 Маргарита Лазаренко,
17-я Арина Ситникова и 23-я Юлия Денисенко. Вот такие игроки могут усилить команду из Могилева, а у Брестского «Динамо» запасных вовсе нет. Вот так вот. Честно говоря, впервые сталкиваюсь с подобным. Помнится, в высшей лиге в прошлом году в Городее были проблемы. Там было 3 запасных игрока в матче с «Шахтером». Голкипер и Пашевич, помню, защитники. Сергей Архипов, нападающий. Была подача, но мяч перелетел в ворота. Так вот, там было 3 защитника. В этом сезоне работал на матче Побручанка «Динамо Брест». Прекрасно помню, в Брестском «Динамо» был один запасной игрок. Здесь Барбаренко у нас запуталась и упала. Немножко замешкалась Валерия. Нарушение правил со стороны Марии Яковлевой, 2-го номера Брестского «Динамо», но все нормально. И вот там был как раз-таки один запасной игрок матча Побручанка «Динамо Брест», именно Мария Яковлева, 2-й номер, которая вот буквально мгновение назад нарушила правила. И Мария Яковлева на поле появилась, ну а сегодня видим, что у Брестского «Динамо» вообще нет кем игру усилить, поэтому эти футболистки будут играть до последнего. Никогда не сталкивался с таким, чтобы не было запасных игроков. Все когда-то в жизни человека бывает в первый раз. Вот сегодня у меня первый раз именно такое, что на работе я не вижу запасных игроков одной команды. Будет что вспомнить, что называется, поэтому ничего страшного, конечно, неприятно для команды из Бреста, что неким игру усилить. Ну а что поделать, играют действительно те, кто может играть, кто действительно сейчас в строю и жаждет большого футбола. Будет мяч выбивать у нас Владислава Стопенчук. Знаете, Владислава у нас несколько неплохих сейвов сделал. Особенно помните, когда Артишевская могла забивать. Здесь уже может забивать Гудченко. И забивает у нас Днепр. 8-0 счет становится. Ну, конечно, молодец Любовь Гудченко. Отпасовала очень здорово на партнершу. Не пожадничала в этой ситуации. Честно говоря, если бы я был бы на поле, я бы, наверное, бил по воротам. Но видим, что Любовь Гудченко предпочла дать передачу на свою партнершу по команде, чтобы та отличилась. 8-0. А как все неплохо начиналось для команды из Бреста, да? Пропустили быстрый мяч, но потом очень неплохо играли. Ну, вот так пока получается. Зарина Капустина дубль оформляет Зарина. Мы отмечаем отличный пас Любови Гудченко. Барбаренко. Алина Конева. Хорошо мяч держится у Днепра. Все у них получается. Можно играть в свое удовольствие. Барбаренко. Пас на Алину Коневу. Много, конечно, перестановок в женском футболе. И вот в Брестском «Динамо» особенно. Сейчас вот прекрасно вижу то, что Мария Яковлева уже действует как центр-форвард. Именно сегодня она так и действовала. Но немножко действовала как оттянутым. Да, вот как Николай Сигневич в Батэ сейчас у Виталия Жуковского играет такую ложную девятку, да. Отходит назад, играет на десятке, да, под нападающим больше. Но обязательно может выбегать вперед. Вот сегодня Мария Яковлева, в принципе, также действует. Но сейчас она уже перешла на позицию центрального нападающего. Хотя они, конечно, могут меняться. И Дубовик, я думаю, без проблем может сыграть центрального нападающего. Да и другие девушки также. Я уже говорил, что пока у Брестского «Динамо» один забитый мяч в этом сезоне. Здесь может быть опасно, но, конечно, не позволит добраться до мяча игрок Днепра. Хотя до последнего боролся игрок брестской команды для того, чтобы до этого мяча достать. Это была Виктория Наумович. Виктория неплохо сегодня смотрится. Есть девушки, за которыми очень интересно наблюдать в такой команде. Я думаю, что обязательно они проявят себя. Возможно, уже не сегодня, но по ходу сезона эта команда может играть на равных с той же Гомельской областью. Да, мы знаем, как они сыграли между собой. 1-0 сборная Гомельской области выиграла. Но там была красная карточка у Светланы Чикатило, я напомню, центрального защитника Брестского «Динамо». И сборная Гомельской области наказала брестчанок. Яна Тихонова, по-моему, там отличилась. И забрала 3 очка команда из Гомельской области. Ну вот, с Гомельской областью в первую очередь Брест может играть на равных. Ну, с АБФФ не получилось в прошлом туре.
Ну, не знаю, возможно, с Витебском на равных можно играть, хотя не просто будет. Ну, так вот, Ирина Цушкевич, 7-й номер команды из Бреста, автор пока единственного забитого мяча в этом сезоне. Она забила как раз-таки ворота Витебска, ворота Сергея Вехтева. Там-то Брест уступил 1-4. Борьба у нас в центре поля, мяч у Днепра. Так, и вот атака Днепра. Посмотрим, чем она завершится. Капустина открылась. И будет у нас угловой. Нет, конечно, под рукой подробной статистики, но уже, может, где-то угловой 4-й, 5-й, где-то так. Больше голов мы видим, чем угловых. По-моему, ну, конечно, 8 мячей. Это уже очень серьезно в первом тайме. Еще впереди второй тайм. И там, конечно, будет все, наверное, еще серьезнее. Хотя, не думаю, возможно, Днепр будет играть уже спокойно, понимая, что победа от них никуда не уйдет. Но в футболе всякое может быть. Но не думаю, что Брест сегодня забьет 8 мячей. Тут бы для начала 1 забить уже было бы неплохо. Неплохо периодически. Ну, понятно, что вот как нейтральный болельщик, когда видишь такой счет, то вольно-невольно все равно начинаешь как-то чуть-чуть симпатизировать проигрывающей команде. Обидно за девушек. Днепр молодец, безусловно, в этом нет никаких сомнений. Но брестчанкам я бы хотел увидеть от них очень хорошую позиционную атаку. Вот, наверное, больше всего я хотел бы увидеть в этом матче. Просила мяч Наумович, увидела это ее партнерша, отдала мяч, но перехватили игроки Днепра этот мяч. Снова случается перехват, много брака. И Брест пытается ответить. Наумович неплохо так убирает Барбаренко, игрока, на секундочку, молодежной сборной Беларуси, точнее юношеской. Поэтому вот очень неплохо разобрался сейчас с 9-м номером Днепра. Но удар у нас состоялся, но мимо ворот не очень опасно. Ну вот Барбаренко, конечно, Валерия очень хорошо действует. Я уже говорил, что эти девушки, мне кажется, с удвоенной энергией вышли на эту встречу. Те, которые вызваны национальный стан белорусской команды. Что национальный Мария Свиднович, что Виктория Барлюгова, 7-й номер, и Валерия Барбаренко, 9-й номер Днепра. В юношескую команду Беларуси до 19 лет. Вынос. И хорошо здесь Марина Пушкарь, несколько касаний и хорошая передача на Наумович. Та долго обрабатывала мяч и подсуетила здесь Барбаренко. Отдала передачу на Гудченко. Гудченко, прострел, и будет ли забивать? Не получается. А здесь посмотрим Денисенко. И там удар у нас от другого игрока Днепра. Удар заблокирован, будет угловой удар. Отправляется нам подавать Нижегородова, 27-й номер. Это стандартное положение. Знаете, очень интересно сейчас посмотреть на тренерские скамейки. Посмотрим, чем атака закончится, потому что она может завершиться взятием ворот, и не получается. Контратака брестской команды. Очень хорошо работают фланги у команды Нины Жуковой. Есть поддержка в центре, есть поддержка и на другом фланге. Главное не ошибиться в передаче сейчас брестчанкам. Наумович. Виктория, приходится, наверное, играть назад. Борьба, мяч покидает пределы поля. Хорошо сыграла Любовь Гудченко. Ну вот, возможно, сейчас я действительно смогу увидеть то, что давно хотел, позиционную атаку брестской команды. Вероника Важинская бросает мяч за боковой. Вот смотрю я на девчонок Брестского «Динамо», они играют сердцем и душой, действительно переживают за эту встречу. И подсказки я слышу. Да, непонятно, что не получается, очень много не получается. Но играют порой очень даже неплохо. Обязательно продолжу я во втором тайме и этот рассказ про Днепр и про Брестское «Динамо». Но пока, конечно, немножко отдохнем, возьмем паузу. И через минут 15 вернемся. Замечательный футбольный манеж на улице Кубовского, Могилев. И будем смотреть, чем эта встреча завершится. Ну а пока отдохнем, друзья, никуда не уходите.
Моя игра.
Мы вернулись, дорогие друзья, в славный город Могилев. Благо, пауза была недолго. В перерыве, надеюсь, как и я, немножко подзарядились эмоциями, посмотрели прекрасный танец группы поддержки Могилевского Днепра, послушали замечательную песню «Басты. Моя игра». И теперь можно спокойно, с новыми эмоциями смотреть второй тайм. Днепр, Динамо Брест, напомню, сегодня у нас встречаются. После первого тайма счет у нас 8-0 в пользу футбольного клуба Днепр Могилев. И давайте напомню вам быстренько стартовые составы команд. Давайте с Динамо Брест начну. Гости сегодняшней встречи. Первый номер Владислав Стопенчук, вратарь. Второй номер Мария Яковлева. Пятый Инна Иванюк. Шестой номер Вероника Важинская. Седьмой номер Ирина Яцушкевич. У нас может быть опасный момент. Нет, все же опасного момента не будет. Седьмой Ирина Яцушкевич. Восьмой Алина Бабко. Девятый Карина Чирец. Десятый Марина Пушкарь. 11 Анна Дубовик. 14 Светлана Михальчук. И 17 номер Виктория Наумович. Главный тренер команды Нина Жукова. Хозяйки сегодняшнего поля. Футбольный клуб Днепр Могилев. Голкипер, первый номер Мария Свидунович, полевые игроки, седьмой номер Виктория Барлюгова, восьмой Любовь Гудченко, девятый Валерия Барбаренко, десятая Анна Денисенко, одиннадцатая Алина Конева, восемнадцатый Валентина Капункина, 21 номер Зарина Капустина в первом тайме была, оформила дубль, она уже поле покинула. Вместо нее на поле вышел 23 номер Юлия Денисенко, 26 номер Кристина Смоловская, 27 номер Валентина Нижегородова и 97 номер Яна Артишевская, главный тренер команды Михаил Соболев. Днепр атакует, под удар возможно, надо бить. Здесь будет удар однозначно, удар выше ворот, очень мощный удар от игрока в синей форме. Это был Алина Конева была, 11 номер, неплохой удар, но высоковато. Этот матч обслуживает следующая бригада арбитров. Главный судья Александр Клеменов. С флажками лайнсмены Вячеслав Сахар и Татьяна Даньковская. Четвертый арбитр, он же резервный, Елена Коноплянникова. Инспектор матча Михаил Лавский. Меня по-прежнему зовут Алексей Кунаш. Я снова с вами. И смотрим второй тайм. И Брест пытается что-то создать. Наумович, ее сразу же встречает очень хорошо. Второй номер Днепра, который также появился на газоне во втором тайме, но проходит у нас эта атака. Завершается она все же тем, что мяч в руки забирает Мария Свидунович. Алина Числавская, второй номер, также появился во втором тайме на этом замечательном искусственном газоне в Могилеве. Юлия Денисенко хорошую передачу вырезает. И здесь будет борьба. Удар все же состоялся от Любови Гудченко. Хороший опасный эпизод, но немножко выше ворот мяч пролетел. Но было очень опасно. Да, так вот, я в первом тайме говорил, что девчонки из Бреста играют душой и сердцем. Действительно, так и есть. Видно, как они стараются. Не все получается, но... И их этот азарт, глаза горят все равно, несмотря на счет, это очень приятно наблюдать. Не всегда, если честно, увидишь на футбольном поле, чтобы так команда играла при таком счете. Они прекрасно все понимают и свое состояние, состояние соперниц, поэтому они играют в футбол, они учатся, они стараются, уверен, что у них большое будущее, все лучше еще впереди, это понятно. Все-таки начинать надо с малого, а не хвататься за все сразу, как глаголит истина, и тогда будет успех. Пока же смотрим, пока мяч у Бреста. И очень хорошая разрезающая передача, и мчится на всех парах Анна Дубовик к воротам Марии Свидунович. Дубовик, что же будет делать Анна? Отдает мяч вперед и ошибается в передаче. Так, и вот уже Днепр быстро отвечает. Гудченко. Смотрим, что будет дальше. Любовь. Хороший пас. Хорошо сыграла Карина Чирец. Молодец, Карина, и мяч выбила. 8-0. Я уже говорил, что очень любопытно было бы
послушать, что в раздевалке не Соболев сказал, это понятно, что он сказал. А что сказала Нина Жукова при таком счете, как правильно действовать, играть, возможно, команде из Бреста сейчас нужно расслабиться, сыграть свой футбол, представить, что счет не открыт, и выложиться на этом футбольном поле до последней капли пота, до последней капли крови, если угодно, но все-таки, чтобы потом можно было на себя в зеркало посмотреть и сказать, а я отдала все, что у меня было в этом матче. Что мы действительно боролись до конца. Уверен, что так и будет. У нас опасный момент, удар от игрока Днепра. Это Виктория Барлюгова удар наносила. Удар очень неплохой, но мимо ворот. Мяч рядом со штангой пролетел. И было не очень опасно. Появились у нас некоторые игроки во втором тайме. Вот Юлию Денисенко, я обещал про сестер Денисенок рассказать. Во втором тайме Анна и Юлия, обе сестры-близняшки, провели всю карьеру вместе. Так, смотрим, чем завершится атака. Анна Денисенко. Вот именно сейчас надо по именам вам называть, чтобы вы точно знали. Пушкарь оказывается на газоне. И вот сейчас Анна как раз отдает мяч на свою сестру. Юлия вводит мяч из-за боковой. Борьба и проходит до конца. У нас игрок Днепра. Отличная передача. Удар выше ворот от Барлюгова, если не ошибаюсь. Это был 7-й номер. Да, так и есть. Ну, все опаснее и опаснее атаки Днепра. Глядишь, скоро мяч в воротах окажется. Ну, так вот. Сестры Денисенко всю карьеру проиграли вместе. Они могилевчанки. Начинали карьеру в «Надежде», раньше клуб так назывался. Потом играли везде вместе. В Могилевский Днепр, естественно. «Надежда» я уже сказал. Уехали на Украину, был у них сезон. Потом Зорко БДУ. Сейчас уже снова в Днепре вместе играли за национальную сборную Беларуси. Между прочим, 21 сентября 2013 года. Обязательно продолжу. Посмотрим, чем эпизод завершится. Юлия Денисенко. Мяч за боковую все-таки уходит, будет угловой. Так вот, провели один матч с национальной сборной две сестры 21 сентября 2013 года в Англии, на Уэмбли, если не ошибаюсь, даже эта игра проходила. И наша сборная тогда уступила 6-0. Анна Денисенко вышла в старте, отыграла, по-моему, все 90 минут, а вот Юлия вышла на 85-й минуте на замену. И подача, надо замыкать, был свисток, это было нарушение в атаке, и поэтому мяч будет у брестской команды. Ну так вот, поэтому не знаю, честно говоря, не спрашивал у сестер их футбольная мечта, возможно, и была такая мечта сыграть на национальную сборную Беларуси. Знаете наверняка прекрасных футболистов, братьев Мирончуков, Алексей и Антон. Один сейчас в «Аталанте» в Италии выступает, другой в московском «Локомотиве». Ну так вот, я смотрел про них хороший документальный фильм, коллеги из Матч ТВ его подготовили. И братья говорили, что у нас была с детства мечта вместе сыграть за национальную сборную России. Вот они действительно сейчас вместе играют. Уже скоро Евро, Алексей в составе сборной России, а вот у Антона, к сожалению, травма, и он команде Черчесова не поможет на этом турнире. Но у братьев Мирончуков еще все впереди. Ну так вот, у них действительно была мечта сыграть за национальную сборную России вместе в одном матче. Они уже играют в сборной России и не один матч вместе, поэтому, конечно, это всегда очень трогательно. А у нас момент, выход 1-0, и очередной мяч забивают у нас Любовь Гудченко. 9-0, Любовь Гудченко оформляет дубль сегодняшней встречи. Так что вот такие дела. У нас 9-0, все еще более серьезно уже. Но уже скоро, не знаю, надеюсь, здесь, в Могилеве, в Манеже, можно переключать табло на 10-0, потому что табло небольшое, и девятка смотрится очень так серьезно. Но я надеюсь, что все же десяточка будет, если мяч все-таки Бреста залетит. Любовь Гудченко, действительно, автор забитого мяча. Поздравляем, Любовь. Выход. И хорошо действует голкипер. Ошибка. И уже Дубовик у нас атакует. Пас на Марию Яковлеву. Ирина Яцушкевич. Пас на правый фланг. Там у нас Наумович трудится. Яцушкевич. Подача пошла. И где же мяч? Под удар, возможно. И что же будет у нас? Хороший сейф у нас будет
от Марии Свидунович, хотя мяч летел по такой траектории, что мог и вполне в ворот попасть, но Мария Свидунович была на чеку, молодец Маша. Не зря тебя берут в национальную сборную Беларуси. Поэтому прошла этот эпизод и даже мяч не фиксировала, просто его так подбила и потом уже руки взяла. А у нас Днепр в атаке. Гученко атаковала, мяч покидает пределы поля. Брест мог сейчас забить свой второй мяч в сезоне. Но видим, что Мария Свидунович сказала нет, не в этот раз. Ну, конечно, Мария хочет сыграть насухо. Понятно, что любой вратарь, с кем бы ни играл, всегда мечтает о сухаре. Так что здесь все логично. У нас будет угловой. Подавать его будет Валентина Нижегородова, капитан команды. Валентина также сегодня уже отличилась. Подача. Хорошо сыграла Марина Пушкарь. И там поборолась Виктория Наумович. Молодец, Виктория. Неплохой матч проводят футболистки Брестского «Динамо». Понятно, что мои слова сейчас могут вызвать у вас, дорогие друзья, и смех, и прочие такие эмоции. Но действительно, согласитесь, ведь отрезками игра получается-то у Брестского «Динамо». Отрезками. Я не говорю, что постоянно. Вот в этом-то вся и проблема. Но отрезками команда смотрится очень неплохо. Вспомните, как счет был 1-0, и Брест шел вперед. И мне очень нравилось, как они действуют. Юлия Денисенко. На Барлюгову. А это уже у нас там по левому флангу атака развивается. Там была у нас, по-моему, Капункина, если не ошибаюсь. Возможно, я ошибся, там не очень хорошо я рассмотрел. Хороший заброс. Подача, и надо замыкать. Перекладина звенит, добивание, и все-таки мяч в сетке. Валентина Капункина оформляет хет-трик, дорогие друзья. Вот так вот самая молодая у нас девушка, 2005 года рождения, Валентина Капункина, делает счет 10-0. И действительно загорается десяточка на табло этом замечательном футбольном манеже. 10-0. На 58-й минуте матча гол в ворота команды «Динамо». Борис здесь Дубовик у нас борьбу ведет. Неплохо борьбу выиграл, отдал хорошую передачу. Все же немножко неточную. Пушкарь не ожидала, что именно такая передача последует. Анна Денисенко играет назад. Осмоловская. Играет на левый фланг Кристина. Нижегородова. Валентина будет забрасывать вперед. Здорово. Так, там у нас борьба. И хорошо отбирает мяч Виктория Наумович. Все же мяч у Днепра. И 1 в 1 Гученко может обыграть кого угодно. Нарушение правил, будет опасный штрафной удар. Не стоит здесь спорить игроку Брестского «Динамо». Еще желтую карточку сейчас получит у нас игрок в красной форме. Действительно, вот Александр Клеменов награждает игрока Брестского «Динамо» желтая карточка. Это у нас Вероника Важинская. Вероника молодец, борется до последнего. И при счете 10-0 автогол у Вероники сегодня, к сожалению. Хотя мне очень нравилось, как Вероника действовала в первом тайме. И сейчас видно, вот, пожалуйста, даже этот момент, даже нарушение правил, желтая карточка при таком счете. Ну, настоящее уважение только показывает этой девушке, как она бьется на этом футбольном поле. Знаете, вот когда недавно же совсем наша сборная, к сожалению, уступила бельгийцам 8-0, и сборная получила много критики, потому что, мол, игроки не бьются на поле. 8 нарушений за 90 минут при счете 8-0 и ни одной желтой карточки. А здесь, пожалуйста, друзья, 10-0 и желтая карточка, и стыки очень опасные. Брест играет здорово. Старается до последнего. Ну и надо стараться. Терпение и труд все перетрут. Будем надеяться, что и Брестского «Динамо» все получится. В этом матче понятно, что уже победу не вырвать. Но один мяч было бы забить очень неплохо. Штанга у нас с вами, друзья. Удар, отличный удар. И посмотрите, как здорово действует у нас Владислава Стопинчук. Продолжается атака. И не получается сейчас у Днепра забить. Хотя, честно, когда уже Валерия Барбаренко наносила удар, обводящий такой красивый удар. Вот как раз я Мирончуков, братьев, вспоминал. Алексей в подобном стиле забил
в матче за Суперкубок России в 2019 году «Зенит-Локомотив». Он сделал счет 2-2, а тогда «Локомотив» выиграл 2-3. И вот очень подобный мяч он забил тогда. При счете 10-0 борьба у нас идет до последнего. И хорошо на выходе действует голкипер Владислав Остапенчук. Удар выше ворот, удар не опасный от Любови Гудченко. Капункина уже оформила хет-трик. Пока очень близка к этому Любовь Гудченко. У нее дубль у Зарины Капустиной, но Зарина уже на сегодня все отыграла. После первого тайма она покинула этот газон. А здесь может быть ошибка. Нет, все же подстраховал центр-деф своего опорного полузащитника. Мяч покидает пределы поля. Также у нас Чеславская появилась на поле вместо Яны Артишевской. Замена у нас очередная. Поле покидает Кристина Осмоловская, центральный защитник. И Надежда Савченко появляется на поле. А Соболев вот как раз таки сделал перестановки. Я прекрасно все слышал. Барбаренко отходит немножко назад. Остальные меняются также. Центральный защитник идет на позицию опорного, а тут обратно. Очень любопытно, что же Соболев задумал. Перестановки — это всегда интересно. Карина Чирец будет исполнять этот стандарт штрафной. Наверняка пойдет большой заброс вперед. Да, так и есть. Неплохо на Марину Пушкарь сыграла, да, капитана? Ну, Марина действительно не зря капитан выделяется. Эта девушка, хотя и другие тоже очень неплохо играют в футбол. На газоне, оказывается, у нас Мария Яковлева, второй номер. Нет, это был 7-й номер Ирина Яцушкевич. И будет очередной штрафной, только сейчас уже поближе к воротам Марии Свидунович. И посмотрим, что же сейчас будет. Чувствую, что-то будет интересненькое. Ну, так хочется верить. Посмотрим. Ну и вот Яцушкевич будет исполнять штрафной. Удар хороший, но спокойно Свидунович с этим ударом справляется. Прямо в руки мяч летел, и она спокойненько его в руки взяла. Для такого удара надо было, чтобы игрок, ну, поближе к воротам был удар. Тогда, возможно, были бы проблемы у Свидуновича. А это уже Денисенко. Аня идет вперед. Отличная передача. Даже немножко не ожидала сейчас Валентина Капункина этой передачи. И там Карина Чирец, конечно же, не дает добраться до этого мяча. И очередная замена, да, у нас? Ну да, вот вижу, да, замена голкипера. Вместо Марии Свидунович Анна Злобина появляется на поле. Также покинула поле, вижу, и Кристина Осмоловская. А, нет, все верно. Осмоловская ушла раньше, она просто обходила по новым правилам. Все поле надо обойти, чтобы была замена. Ну и посмотрим на Анну Злобину в воротах. Такой счет действительно позволяет что-то новенькое посмотреть. И посмотрим на Анну Злобину. Юлия Денисенко. Пас. Удар будет? Нет. Здесь Гудченко завозилась. Пришлось отыграть назад. Удар готовит игрок Днепра. Хороший удар. И хорошо справляется Владислав Остапенчук. Можно пока с воспоминания немножко удариться. Если взять прошлый сезон, то команды встречались трижды. Трижды победил Днепр. 1-0, 1-4 и 6-0. Вот такие цифры были зафиксированы в сезоне 2020. В этом сезоне команды также встречались. Там 0-7 в Бресте, также Днепр был сильнее. Сегодня увидим уже 10-0. Обязательно в ближайшей паузе напомню, кто там забивал. Я думаю, что вам это интересно. Уже наверняка подзабыли. Там забивали Зарина Капустина, Валентина Нижегородова, Анна Денисенко, Валерия Барбаренко, Любовь Гудченко, и дубль оформила Яна Артишевская. Вот такие девушки отличились тогда в Бресте. Сегодня уже много кто отличился. Даже в свои ворота пришлось Веронике Важинской мяч отправлять.
Хорошо действует Юлия Денисенко. И видим, что мяч покинул пределы поля. Немножко мяч облизал сетку с внешней стороны. Будет у нас угловой. От игрока Брестского «Динамо» мяч покинул пределы поля. И отправляется подавать угловой у нас Валентина Нижегородова. Подача, хорошая подача, и доберется кто же до мяча из синей формы, из футболистов в синих футболках. Будет удар от ворот, хотя была опасная атака, и вполне возможно 11-й мяч мог в ворота залететь, но пока все же нет, и от ворот будет Светлана Михальчук мяч выбивать. Любовь Гудченко немножко коснулась волосами мяча, я даже слышал этот звук, потому что у Любови очень интересная прическа и очень идет. И здесь у нас атакует Брест, все же не дадут хорошую атаку провести игроки «Динамо». Валерия Барбаренко там здорово подчистила вот эти огрехи игроков с центра поля Днепра. Я в первом тайме также вам, друзья, говорил, что очень интересно посмотреть на скамейки запасных и тренерскую лавку. Ну, естественно, на тренерском мостике и на лавке запасных Днепра жизнь бурлит. Там Соболев и игроки в запасе, они постоянно общаются. Соболев подсказывает, Нина Жукова тоже подсказывает, но она сидит одна на своей лавке. Потому что нету ни запасных игроков, никого нет. И там Нина Жукова одна располагается. Действительно, как королева Нина Жукова сейчас находится. Потому что одна на всю лавку, никого нет. В гордом одиночестве, правильно будет так сказать, она находится. Днепр атакует, мяч в сетке, но он будет не засчитан, потому что был офсайд. Хорошо действовал лайнсмен. Это у нас Татьяна Даньковская здесь располагается ближе ко мне. Вячеслав Сахар действует на противоположном фланге. Александр Клеменов, напомню, главный судья этого матча. Резервный голкипер Елена Конопляник. Ну и инспектора матча также назову, чтобы уже он тоже не обиделся, чтобы все формальности были соблюдены. Михаил Лавский сегодня у нас судейский инспектор. Атака Днепра, надо забивать. Удар, хороший удар, очень хороший удар. И голкипер хорошо действовал, Владислава Стопенчук. Удар наносила Валентина Капункина. У нее уже хитрик есть, она хочет и большего. Покер, там пентатрик, октатрик. Я немножко помню, как они называются. Ну вот, давненько уже у нас. В женском футболе часто случаются у нас хитрики, и покер, и пентатрики, и октатрики. А вот в мужском футболе, конечно же, такое событие очень редко случается. Приходится играть назад. Это у нас Нижегородова. Пасует на Коневу. Алина. Хороший пас. Хорошо так развивается. Барлюгова. Виктория будет бить, наверное, нет. Дает пас. Здесь Юлия Денисенко. Мяч штрафной. Хорошо действует защитник Брестского «Динамо». Мяч выбивает. Нижегородова. Ну, отлично. Хорошо по задумке было от Алины Коневой, но не очень хорошо по исполнению. Задумка была прекрасная. Отпасовать вертикально в атаку, разрезающая передача, но все же она не прошла. Подбор за Днепром. Неточный вот мяча от голкипера Брестского «Динамо». Это у нас Чеславская Алина, которая появилась на футбольном газоне во втором тайме. Вот она с мячом, Алина. И мяч покидает пределы поля. Отправляется за ним Юлия Денисенко. Мяч снова покинул пределы поля от игроков Днепра. Мяч будет у Брестского «Динамо». Алина Бабко, 8 номер, будет возобновлять встречу. Хороший выброс из аута. Подхват, подбор за Днепром. Барлюгова, пас, Денисенко.
Барлюгова. Анна Денисенко. Чем же эта атака завершится? Ну, здесь уже позиционка будет. Быстрой атаки не получится. Наумович опустилась глубоко, и мяч отобрал. Молодец, Вика. Но все же мяч у Днепра остается. Смотрим дальше, как игрок здорово проходит одного, второго, третьего защитника. До удара дело не дошло, и мяч у Владиславы Стопенчук. От ворот, видим, сейчас именно Владислав Стопенчук будет выбивать мяч. Хороший вот мяча. По-моему, там рука была сейчас у Марии Яковлевой, но она была прижата. Да, судите с нами. Естественно, смотрите обязательно на Ясное ТВ, как передачу «Ясно о футболе» по понедельникам 21:00. Там мои коллеги разбирают подробно и спорные судейские эпизоды. Здесь мяч попал в руку, но он попал так в локоть, и это как бы опорная рука считается. Вот когда игрок падает, представляете, да? Игрок как бы на одну руку может опереться, это считается опорная рука. Вот сейчас также было и здесь. Это вот когда стал смотреть больше эту программу, то и в таких тонкостях стал разбираться. Это очень важно на самом деле. У нас Кручинина. Это была Савченко. Ну, неважно, здесь уже атаки быстро не получится. Под удар, возможно, Барлюговой. Очень хочется, чтобы Барлюгова пробила. Не знаю, почему кажется, что, ну, я знаю, какой у нее удар. Удар очень хороший, поэтому я хочу на этот удар полюбоваться. Атака Бреста. Неточная передача от Дубовик. И мяч уже у Днепра. Хорошая передача. А вот сейчас уже Кручинина у нас с мячом. Нет, Савченко. Уже Савченко. Кручинин третий номер. Здесь до мяча тоже доберется. А у нас может быть очень опасно. Но мяч у Бреста, и вроде бы все обошлось. В руку мяч попал. Это было видно. У Надежды Савченко была рука. А у нас, дорогие друзья, уже 72-я минута пошла. 10-0. Давненько не было мячей. Честно, уже хочется забитых голов. Ну, желательно на двое ворот. Как знаете, бабушка надвое сказала. Так вот и здесь хотелось бы, чтобы и в тех воротах мячи побывали. Они побывали в двух воротах, но понятно, что забивал только Днепр. И 8 мячей отправились в левые от меня ворота, и лишь 2 в правые. Хороший перехват Барлюговой. Пас и Гудченко. Нет положения игры. Мяч в сетку с внешней стороны попадает после удара Любови Гудченко. Такая оглушительная тишина сейчас у нас в футбольном манеже. Будет выбивать мяч игрок Брестского «Динамо». Хороший вынос мяча. Очень хороший и точный, главное. Виктория, прошу прощения, Наумович сыграла. Здесь много сегодня и Виктории, и Валерии, поэтому иногда можно и запутаться. Нарушение правил со стороны Днепра. Фол не на желтую карточку. Это просто предупреждение. Нарушила правила у нас Виктория Барлюгова. 7-й номер могилевской команды. Да, этот тур у нас, конечно, получается разгромный, прямо скажем. Напомню, что вчера БФФ Women U19 принимала Динамо ГУФК. 0-10 победа команды Юрия Малеева. Хотя порой АБФ смотрелся очень неплохо, но, конечно, пока тяжело тягаться с Динамо. Минск дома 4-0 обыграл Бобруйчанку. Сегодня уже Неман разобрался со сборной Гомельской области со счетом 12-0. У нас уже 10-0. И вот сейчас называл результаты и подметил очень интересную деталь, что пока обе команды в одной встрече не отличались. 0-10, 4-0, 12-0, пока 10-0. Нет такого, чтобы обе команды отличились в одной и той же встрече. Возможно, все же это произойдет, если Брестская «Динамо» сейчас забьет или... И напомню, конечно же, что в 17:00 обязательно смотрите матч Зорко БДУ Витебск. Вот там команды могут действительно нас порадовать голами, хотя и сегодня видим, что нас уже Днепр этими голами как раз таки и радует, но там, может быть, мы увидим мячей в двух командах. Мяч покидает пределы поля, Юлия Денисенко будет вводить мяч из аута.
Подача. Гудченко играет головой и забивает. Любовь Гудченко оформляет хет-трик. Она догоняет Валентину Капонкину в этой встрече. А счет у нас становится 11-0, дорогие друзья. Гол в ворота «Динамо Брест» забивает Любовь Гудченко. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Все-таки 11-0. Такой счет, когда уже ничего нельзя изменить. Очень красиво сыграла сейчас ногой, пяткой Анна Денисенко. Когда вот выставляешь ногу, вот особенно это обучают в детских школах, как правильно мяч обработать. Если мяч летит вверхом, можно сыграть именно так. Не просто так сказал про детские школы. Здесь прекрасный комплекс. Рядом вот несколько футбольных полей, там занимаются юноши. Я как раз шел к футбольному манежу и видел тренировку ребят, ну, очень юных. И там тренер дотошно каждому объяснял, как правильно играть в пас. И, знаете, так объяснял, как действительно отец объясняет сыну. Очень такая хорошая обстановка. Здесь и теннисные корты, прекрасный, конечно, комплекс. Футбол и теннис, два вида спорта, которые... ну, скажем так, пересекаются у нас, да, вот просто я имею в виду, конечно, развитие. Вот футбол, если бывал и в Витебске неоднократно, там тоже прекрасный такой же комплекс, футбольный манеж, несколько искусственных полей, несколько теннисных кортов, также и в Могилеве, возможно, и в других городах также. Поэтому, конечно, здорово, что развивается и футбол, в том числе и женский, ну и теннис, да и все другие другие виды спорта. Мы, конечно, болеем за всех наших спортсменов на любом турнире и желаем им удачи и только победу. Даже немножко я заговорился, потому что мог быть опасный эпизод, но его не будет. Савченко. Надежда хорошо двигает мяч вперед. Пас. Гудченко. Барлюгова. Ах, красиво сыграла Виктория. Оставляла мяч пяткой на партнершу, но никто там не оказался. На газоне у нас оказывается Анна Дубовик. Встреча продолжается. Но она вот спокойно, Анна поднимается, все с ней хорошо. И замена. Любовь Гудченко под аплодисменты публики поле покидает. И на поле появляется Маргарита Лазаренко. Гудченко свое дело сделала, оформила хет-трик. И теперь может спокойно отдыхать. Маргарита Лазаренко на поле появилась. Замена в футбольной команде Днепр-Могилев. Поле покинула футболистка под номером 8 Любовь Гудченко. Вот, и видим, что аплодисменты и сейчас звучат в адрес Любови Гудченко. Под номером 15 Маргарита Лазаренко. Ну и удачи Маргарите Лазаренко также пожелаем. Принести пользу команде. И, конечно, главное, без травм обойтись. Потому что это самая неприятная часть в футболе. Ну, это спорт, и травмы — это вполне обыденное дело в любом виде спорта. Это практически синонимы: спорт и травма. Ну, что есть, то есть. Конечно, здоровье надо беречь, особенно в это непростое для нас время. Так, посмотрим, что сейчас у нас будет. Будет у нас остановка, будет фол. И здесь Мария Яковлева последнего мяча коснулась. Вот встреча продолжается, и Днепр атакует. Очередная атака пошла. Хорошо она развивается. И будет угловой. Последнего мяча коснулась Вероника Ложинская, 6-й номер Брестского «Динамо». И будет угловой.
Я уже напоминал результаты тура. Сейчас после этого стандарта напомню, кому же дальше команда у нас отправится. Встреча у нас перекладина, но добивания никого не будет. Если было бы добивание, я думаю, 12-й мяч в воротах мы также с вами увидели. Также хочу еще отметить болельщиков. Знаете, честно говоря, думал, меньше народу будет. Очень так неплохо трибуны заняты. Так, подача пошла. Не получается удар нанести. Савченко, пас и ошибка. Пушкарь мяч перехватывает, Брест идет в атаку. Ну так вот, много болельщиков, достаточно много. Ну, во-первых, суббота, да, выходной день, можно прийти посмотреть женский футбол. Но все-таки дачи многих пошли, лето. Наконец-то настоящее лето у нас с вами, дорогие друзья. С чем вас также поздравляю. Я думал, что многие подумают, ну, лучше на дачу там съездить и так дальше. Может, шашлык пожарить там или еще что-то, но... Видим, что футбол в Могилеве любят, это не секрет, и на женском футболе, видим, также собирается достаточно зрителей. Я приятно удивлен тем, сколько болельщиков вижу на трибунах. Здесь есть люди и постарше, и молодые ребята, возможно, с тренировки пришли посмотреть, поддержать Днепр. Под удар Надежда Савченко, но не бьет Надежда, обрабатывал мяч, удар все же у нас получился, но... Достаточно опасно был, но хорошо действовал Владислава Стопинчук. Если бы сразу не обрабатывала мяч, я думаю, возможно, мяч бы и в ворота попал. Ну, а так удар и неплохой сейв Владислава Стопинчук. Вот так вот. А завтра напомню, что у нас абсолютно уверен, что эти болельщики, которые сегодня здесь, что они все завтра будут на стадионе «Спартак», где Днепр будет принимать Арсенал Дзержинск. Очень интересный матч. Команда Чумаченко против команды Кирильчика. Очень любопытно будет за этой встречей понаблюдать. На Ясное ТВ смотрите прямую трансляцию. Также, естественно, и на БФФ будет онлайн-видеотрансляция. А если вы из Могилева или из Дзержинска, то приезжайте на футбол и посмотрите этот матч вживую. Очень интересный матч нас с вами ожидает. Вот я вам так и напомнил, что и мужской Днепр есть. Команда играет в первой лиге, выступает очень неплохо. А у нас атака Брестского Динамо. Дубовик неплохо идет, но, наверное, надо было немножко больше вперед играть. И там, чем атака завершится. Вынос мяча от игроков Днепра. И контратака Днепра. Не могут сейчас подловить. 3 в 3 получается. Савченко, Надежда. Будет обыгрывать соперницу, обыгрывает Карину Чирец. Передача. Будет подавать, наверное, игрок. Так и есть. Хорошо действует Владислава Стопинчук. Молодец, Владислава. Как у нас в женском футболе бывает, команда пропускает много, голкиперу вопросов минимально. Владислава несколько раз очень хорошо выручила свою команду. Несколько действительно потрясающих сейвов можно вспомнить. Там удар Артишевской, помните, в первом тайме. Она могла уже тогда дубль оформлять, еще раньше. Нет, Артишевская, кстати, один мяч у нас забил, дубль так и не оформила. Но вот тогда она могла оформлять свой дубль где-то на минуте 10-й. Помните, выход 1 в 0 Барлюговой. Ой, Гудченко. Гудченко там, конечно же, 1-0 выходила. И потрясающий сейв Стопинчук. Поэтому еще можно повспоминать, там и Барлюгова била. Поэтому неплохой матч проводит Владислава. В Брестском «Динамо», конечно, 3 голкипера, 3 абсолютно равных голкипера. Евгения Клочкевич, Полина Портянникова и Владислава Стопинчук. Вот в прошлом матче Владислава вообще не было в заявке. С первых минут ворота защищала Евгения Клочкевич. И уже на 90-х там дополнительных минутах Полина Портянникова ее заменила. Решила Нина Жукова дать поиграть и второму вратарю немножко. А вот сегодня с первых минут в воротах у нас появилась Владислава Стопинчук. И появилась очень даже неплохо. Хороший матч она проводит. Поэтому 3 абсолютно равных голкипера. Это, конечно, очень здорово. Когда они могут друг друга подстраховать. У одного там что-то не получилось, не дай бог, травма какая-то. И другой сразу же подстраховывает. Это всегда прекрасно. А у нас будет удар от ворот. Надежда Савченко последняя мяча коснулась. И от ворот будет выбивать мяч Владислава Стопинчук. Хотя нет, видим, что она отдает мяч на центрального защитника. И именно она будет выбивать мяч от ворот. Светлана Михальчук это сделает, 14 номер.
Хороший вынос мяча от Светланы. Денисенко Юлия играет рукой. В воздухе причем. И мяч будет у брестской команды. А нет, все-таки... Тут небольшая неразбериха. Нет, все-таки у Днепра будет. Там, значит, подталкивали Денисенко. У нас удар. И... Мяча не было в сетке. Вот видите, даже я немножко не ожидал такого эпизода. Вроде бы удар несложный был, но Владислава Стопинчук мяч не зафиксировала, выронила его, и он так за ней уже оказался. Напомнил гол сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Бразилии, ворота сборной России, ворота Игоря Акинфеева. Очень было обидно за Игоря. Ну так вот, нечто подобное сейчас случилось. Только сейчас мяч в сетку все-таки не попал, на благо брестскому «Динамо» и Владиславы Стопинчук. Я думаю, если бы она такой мяч пропустила, потом бы очень долго винила бы себя. А так все здорово. Просто надо быть немножко повнимательнее Владиславе. А у нас мяч покидает пределы поля. Очередной уже раз. Очень много мяч выходит за боковую. Юлия Денисенко будет выбивать мяч из аута. Нет, это сейчас мяч будет у брестского «Динамо». Вот как раз Юлия мяч туда отбросила. Хорошо у нас сыграла Анна Денисенко, но сейчас уже другой 10-й номер с мячом. Марина Пушкарь, хороший заброс вперед. Там Яковлева должна цепляться до конца. Но очень хорошо действовала Анна Злобина. Молодец, Анна, потому что мне казалось, что так там центральный защитник не спеша бежал к этому мячу. Мне казалось, что Яковлева вполне может на рывке мяч отобрать там и уже потом бежать голкипера. Но вот Анна Злобина подстраховала. Действительно, вратарь — это всегда последний защитник, как говорится. И вот Анна Злобина молодец, справляется с этим моментом. Брест атакует, и выход. Ну, Злобина будет первым на мяче, хотя Яковлева до последнего бежит. Молодец Мария. Мария Яковлева молодец, и Маша молодец. Много кто молодец в брестском «Динамо», но по самоотдаче они очень все молодцы, вот абсолютно. Одно дело там, как уже сыграли, но как они играют на 100%, это, конечно, заслуживает уважения. Никуда уже не торопится у нас и голкипер брестского «Динамо», уже спокойно просто доигрывает эту встречу. Понятно, что ничего уже не изменить, счет очень крупный. Для того, чтобы что-то менять, здесь бы разок порадоваться было бы очень здорово. Разок забить мяч в ворота, ну, тяжело. Днепр борется за бронзовые медали пока в этом чемпионате. Там до серебряных недалеко, до золотых, думаю, все-таки вряд ли. Но Днепр молодец. Я уже говорил, что в прошлом году эти обе команды у нас были последними в чемпионате. Брест пока «Динамо» находится на последней строчке и в этом сезоне. Возможно, я думаю, все-таки это не их место, и они не должны быть там. А здесь последний защитник здорово действует. Это была Карина Чирит, 9-й номер. И выбила мяч. А Днепр очень серьезно прибавил. И Соболев, красава. Ну да, красава. Как мяч 2018 года чемпионата мира красава назывался. И знаете, Евгения Савина, известного блогера, под такой же кличкой. Ну так вот и респект Михаилу Соболеву, он действительно красавец, построил очень симпатичную команду, и они борются за медали, и это очень здорово. Из кубка команда выбыла, ну да ладно, а вот в чемпионате у них все очень неплохо. Уже сегодня понятно, что они победу одержат, и также будут одно очко уступать Неману из Гродно, который третий. И вся борьба у нас впереди, дорогие друзья. Следующий тур женской высшей лиги, кстати, состоится через 2 недели. Я уже в первом тайме много говорил, что сборные играют и до 19 лет, и националка. Поэтому, естественно, будет в чемпионате пауза. Через неделю будут играть национальные сборные, поэтому в следующем туре Днепр-Могилев отправится в гости к «Динамо ГУФК». Очень интересная встреча нас ждет. Буду ждать ее с нетерпением. А «Динамо Брест» дома примет гродненский «Неман». Остальные матчи выглядят следующим образом. Давайте все-таки атаку я досмотрю с вами и назову. Марина Пушкарь с мячом. Я продолжу начатое дело.
Бобруйчанка сыграет против АБФФ МНЮ-19, сборная Гомельской области Зорко БДУ, Витебск-Минск. Вот такая программа 12-го тура женской высшей лиги по футболу сезон 2021. Свидунович. Нет, конечно же, это не Мария Свидунович, прошу прощения, уже сам запутался. Это была, конечно, Стопинчук. Свидунович уже на лавке отдыхает. В первом тайме мы ее видели, немножко во втором. А сейчас Анна Злобина защищает ворота Днепра. А просто Марию Свидунович вспомнил, ну, то, что она хороший вратарь, это мы и так прекрасно знаем. То, что национальную сборную она вызвана Юрием Малеевым. И очередной раз напомню, что 8 июня товарищеский матч с Ираном здесь, в Могилеве, стадионе «Спартак». Здесь состоится 14-я игра против Узбекистана в Витебске на ЦСКА Витебский. Вход свободный, дорогие друзья. Трансляции на Ясном ТВ планируются, поэтому смотрите футбол и радуйтесь жизни. Но у нас встреча завершена. Днепр побеждает 11-0. Поздравляем команду Соболева за то, что до последнего бились в этом футбольном поле. Но я напомню, кто же все-таки мячи хоть у нас забивал. Хитрик оформила Любовь Гудченко, хитрик Валентины Капункиной, дубль Зарины Капустиной. По мячу на свой счет записали Валентина Нижегородова и Яна Артишевская. Также Вероника Важинская в свои ворота забила мяч. Но я хочу лично сейчас в эфире прямом сказать Веронике, чтобы она даже и думать не думала об той неудаче. Она очень хороший матч провела, это на самом деле было видно. И конечно, только удачи пожелаем и Веронике Важинской, и всему Брестскому «Динамо», как и Могилевскому «Днепру». Для вас эту встречу отработал я, комментатор Алексей Кунаш. Надеюсь, футбол вам понравился. Смотрите «Зорко БДУ Витебск» сейчас и смотрите вообще женский футбол.